связи с наступающим праздником цены на продукты питания, даже первой необходимости, в некоторых магазинах, как правило, повышают. Чтобы выявить такие факты, выездная группа проводит рейд по мониторингу. Первый в списке – торговый дом, который пользуется популярностью среди жителей. Сначала комиссия заглядывает в отдел мясной продукции. Ну да, вес я вижу здесь. Где-то вес 3 килограмма будет. Кстати, цены приемлемые, 470 рублей. Это цена за курицу, а мясо говядины 500 рублей за килограмм. Цены довольно приемлемы, тем более если сравнивать с другими торговыми точками, в которых куры обойдутся в 540 рублей, а килограмм говядины еще выше. Среди проверяющих специалисты Роспотребнадзора, которые подмечают, есть ли ценники. На всех товарах имеются ценники установленного образца со сведениями о наименовании товара. Также вес указан и сумма в рублях. А что у нас с качеством товаров и сроком годности? По качеству товара у нас в ходе плановых и внеплановых мероприятий мы проводим проверки. В данном случае вот, в указанном магазине у нас по срокам годности они соответствуют требованиям Федерального закона о защите прав потребителей. Цены на овощи тоже не огорчают. Кило картофеля 24 рубля, лука 27, моркови 39 рублей. Привлекают стоимостью куриные яйца, которые, как известно, сейчас возросли в стоимости по всей стране. Гречка, рис, каши и макаронные изделия тоже держатся в привычном диапазоне. Зафиксирована только наценка на фрукты в пределах 10%. После проверяющие направились в супермаркет. Делаем акцент именно на курицу, да, на курицу, потому что она входит в перечень социально значимых продуктов питания, которые, да, у нас определено там не более 10% должны делать наценку. Здесь ситуация похожая, как и по первому адресу, только цены за курицу выше на 5%. Сотрудники оправдывают это тем, что поставщики тоже увеличивают стоимость. А остальные продукты первой необходимости жители могут приобрести без удара по карману. Постоянно видите, ну нагнага вахт вот и кач. Дук это не откитап, они хамдат, шейхан штепарду, снухедрига. تعبوش متي أيضا ده تعبوش متي أيضا ده توارك حاجة. Мониторинг цен специалисты проводят практически ежедневно. И, как отмечают, в период священного месяца и наступающего праздника наблюдается незначительное повышение цен. Это связано с тем, что на оптовых складах, где закупают вот эти вот продавцы наши, там тоже в период месяца Рамадан завышаются немного цены. Но необоснованного завышения цен мы здесь не видим пока. Продукты первой необходимости, вот именно на вот эти продукты питания поднимаются цены именно в период месяца Рамадан. Но это связано, вот это проходит после вот окончания месяца Рамадан, я думаю, цены стабилизируются уже. Комиссия будет контролировать цены вплоть до конца месяца поста по всей республике. А перед праздником у всех жителей есть возможность приобрести сельхозпродукцию на ярмарках по цене ниже рыночной. Мадина Цора, Али Зязиков, Магаз 24.